День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Взгляд в будущее. Впервые в истории Арктический форум прошел в Мурманске, подчеркнув стратегическую важность этого города для развития арктической зоны России. От студенческой скамьи до профессиональных вершин в Якутии прошли соревнования энергетиков. Не только опытные специалисты, но и студенты приняли участие в соревнованиях. Якутия в авангарде технологического прогресса. Республика станет частью национальной сети научно-производственных центров по разработке гражданских беспилотных авиационных систем. В СФУ началось исследование 6-го в мире мамонтенка. Ученые надеются получить ответы на вопросы о развитии, питании и условиях обитания этих животных. Сила и ловкость. Вленские отцы и сыновья продемонстрировали свою сплоченность на семейных соревнованиях, подчеркивая важность семейных ценностей и воспитания. Международный арктический форум – ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов комплексного развития арктических территорий. В этом году он прошел в 6-й раз впервые в Мурманске. На протяжении 2 дней 1200 участников обсуждали, как же сделать Арктику лучше. Все подробности у Айсен Бурнашовой. Мурманск – единственный в мире крупный город, расположенный за полярным кругом. Здесь базируется единственный в мире атомный ледокольный флот страны. И даже сам форум проходит в единственном мире высотном здании Заполярья. Вот оно, 18 этажей. Самые горячие дискуссии о самом холодном регионе мира. Российская Арктика – это 3 миллиона квадратных километров. Эта синергия нужна, когда необходимы прорывные решения. В арктической зоне России, куда входят 10 регионов, проживают более 2 миллионов человек. От Мурманска до Чукотки. Что единственное нас серьезно связывает всю эту Арктику, это Северный морской путь. И, безусловно, когда мы говорим о развитии вот этой всей территории, прилегающей к арктическому, скажем так, побережью нашей страны, то здесь мы должны говорить о развитии Северного морского пути. Северный морской путь – тема номер 1 форума. Во-первых, по нему осуществляют северный завоз. В прошлом году доставили 3,4 миллиона тонн грузов. Отставали от графика, но план выполнили. В нынешнем уже доставлено 546 тысяч тонн. Мы написали закон, приняли его, и с 1 апреля 2024 года он вступил в силу. Ну, например, Якутия, где идет перегруз якутские железные дороги, и там разгрузка-выгрузка в районе Бестяха. По прогнозам участников форума, в 2025 году северный завоз может стать финансово сложным для регионов. Связано это с высокой ключевой ставкой в стране. Объемы грузов, которые мы перевозим в рамках так называемого северного завоза, который у нас определяется ежегодное решением правительства республики, это почти 1 800 000 тонн. Вот. Из них продовольствие меньше 0,5%. Из этих 1 700 000, 1 100 000 с лишним – это уголь, порядка 500 000 – это нефтепродукты, топливо, газовый конденсат, нефтяное котельное топливо. Ну и вот оставшаяся часть очень незначительная – это продовольствие. Завоз очень дорогой. Цена тонны угля до прибытия на место, она может из-за транспортных издержек, логистических издержек вырасти в цене в 7-8 раз. К примеру, якутские предприятия, задействованные в завозе, в 2024 году заплатили около 10 миллиардов рублей процентов по кредитам. Удешевить северный завоз могут бюджетные кредиты. Поэтому бюджетные кредиты позволяют, сейчас выделена сумма небольшая, 10 миллиардов. Мы, наш комитет и вместе с Минвостокразвития, мы настаиваем, чтобы 30-40 миллиардов было. И тогда перевозчики будут спокойны, финансирование спокойно, гарантированно, никаких взлетов, падений не будет. И спокойно тогда будет договариваться о закупке того или иного товара.
Но чтобы Арктика развивалась, в приоритете должны быть не только маршруты и тонны, но и достойные условия для жизни северян. На форуме предложили рассмотреть Севморпуть как отдельный нацпроект. Мы движемся в сторону появления, я надеюсь, нам удастся об этом договориться, этого добиться, появления масштабного такого нового грандиозного проекта по развитию Арктики и Северного морского пути. И правильно абсолютно прозвучало, что Арктика для России – это как космос в свое время для Советского Союза. Северный морской путь – это будущее Арктики и мировой логистики. Впереди главное – сделать его удобным, доступным и безопасным. Ну и традиционно – северные моря и реки в прямом смысле наши кормильцы. На форуме прошла и культурная часть с уличной ярмаркой, где можно было отведать рыбу, в том числе и якутскую. Пожалуйста. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Мурманск. Этот принцип заботы о гражданах России применяет и в других регионах. Ярким примером служит активное участие Якутии в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики. В этом году Якутия продолжает ремонтные работы на 11 объектах, включая спорткомплекс, бассейн и городской парк. Кроме того, в Докучаевске планируется создать молодежный центр с IT-комплексом, где будут внедрены лучшие практики из Якутии. Ранее республика уже восстановила более 50 объектов в Кировском и 65 объектов в Докучаевске, включая дорожную сеть и жилые дома. Поддержка жителей ДНР проявляется не только в масштабных строительных проектах, но и адресной помощи участникам СВО и их семьям. Так, оперативный штаб республики продолжает обеспечивать бойцов необходимым снаряжением и техникой. По заключенным контрактам в опорные пункты уже поставлены беспилотные летательные аппараты, тепловизионные прицелы, запасные части, авторезина для ЭКТ «Сокол», антидронные ружья, а также аптечки. Отметим, с начала года в зону СВО было отправлено 65 единиц различной техники и 14 тонн гуманитарной помощи, включая адресные посылки. И на этой неделе будут направлены 6 транспортных средств с гуманитарными грузами, переданными в том числе и предприятиями, организациями нашей республики для передачи воинским формированиям. А также, кроме того, активная помощь оказывается бойцам органами местного самоуправления, то есть и администрациями и районов, и городов. К поддержке участников СВО активно присоединяются и волонтеры. Например, швейный цех «Тепло рук» уже изготовил комплекты одежды для 1000 бойцов. Об этом рассказала руководитель швейного цеха Ирина Савина. На сегодня добровольцы изготовили комплекты одежды для 4756 бойцов. Ткань, фурнитура и оборудование закупаются на пожертвования. Поэтому сегодня остро стоит вопрос финансирования пошива. К примеру, запасов ткани у волонтеров осталось только на неделю работы. И это при том, что сегодня цех полностью покрывает потребности якутских бойцов со всех районов республики. Это адаптивная одежда для наших воинов. Мы выбрали именно возвращение к мирной жизни. Именно сейчас лежит у нас одежда, именно подготавливаем потихой. Уже на этой неделе уже отправим заявку. Забота о бойцах, вернувшихся домой, также является приоритетной задачей. В Якутске стартовали курсы повышения квалификации для специалистов, работающих с участниками СВО и членами их семей. Программа посвящена особенностям использования технологий психологической реабилитации в организации социального сопровождения. Обучение проводит опытный военный и кризисный психолог. В курсах принимают участие 65 специалистов из различных учреждений, непосредственно работающих с участниками СВО и их семьями. Это социальные работники, медицинские сестры и психологи. Специалисты из арктических улусов проходят обучение заочно. Все эти 3 дня мы говорить будем о психологической реабилитации наших воинов, о психологической реабилитации близких военнослужащего, о том, как работать с детками при детском горевании. И я расскажу о том, как важно, чтобы и психолог, и соцработник сами оставались в порядке, не выгорели, потому что когда наши воины будут возвращаться,
то именно по работе соцработников и психологов они будут судить в первую очередь, как к ним относится общество. А тем временем укрепляются и дружественные связи между регионами. В Алдан прибыли школьники из города Докучаевска, шефство над которым Якутия взяла почти 2 года назад. Для гостей принимающая сторона подготовила обширную и увлекательную программу, включающую экскурсию на одно из золотодобывающих предприятий, а также выехали в село Хатыстыр. Также подростки посетят культурные и спортивные объекты. Бывает, впечатлениями ребята поделились с нашими корреспондентами. Зайдя после завтрака в тренажерный зал Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, ребята сразу решили, что обязательно вернуться сюда вечером. Тогда можно будет позаниматься в волю. А первый визит в зал стал частью ознакомительной экскурсии по спортивной школе. Чемпионат спорта – это жизнь. Надо ходить на все, пока есть возможность. В Алдан школьники из Докучаевска прибыли с дружественным визитом. Заселение в школу Олимпийского резерва стало отличным вариантом. В ближайшее время ребята попробуют покататься на горных лыжах и на сноуборде, а также побывают на соревнованиях по скоростным видам зимнего спорта, которые в настоящее время проходят в Алдане. Впечатление просто первое, это что мы увидели, это снег, потому что у нас таких зим, увы, нет. Ребята прям от таких гор снега, прям впечатления у них лучшие. Огромное количество снега ребят восхитило, а мороз северной весны ничуть не испугал. Хозяева предложили гостям теплую одежду. Впрочем, и в своих куртках подростки не замерзли. По их мнению, на улице совсем не холодно. У нас там все равно, мне кажется, холоднее, потому что у нас более влажный климат и у нас ветрено. И поэтому у нас -5 уже будет холоднее, чем здесь. И здесь можно свободно выйти в нашей зимней курточке и уже не замерзнешь. Чуть более сложным стал переход на местное время. Когда в Якутии наступает день, в Докучаевске еще глубокая ночь, и 6-часовая разница дает о себе знать легкой сонливостью. Из-за того, что был тяжелый перелет, мы устали, и поэтому уже к ночи, пока были мероприятия, мы окончательно вымотались и уже ночь спали нормально. Но утром было все равно тяжело проснуться, потому что организм привык, то, что в это время мы спим. Впрочем, желание поспать быстро рассеивается. Программа пребывания школьников весьма насыщена. До обеда ребята посетили Центр дополнительного образования. Здесь гостей ожидала квест-игра, а в художественной студии они учились создавать необычные картины в технике рисования буквами. Да, программа очень насыщенная. В принципе, то, что мы уже увидели, все ребята в восторге, всем очень все нравится. Наряду с увлекательным досугом ребят ожидает множество интересных встреч, первые из которых состоялись в день прибытия в Алдан. У нас была экскурсия по городу, и мы побывали в вашей администрации. Нам рассказывали за шахты с золотом, и вот хотелось бы побывать именно там. Тоже бы хотелось бы съездить на шахту посмотреть, на золото. Самое такое, что хотелось бы. Гости уже пообщались и со сверстниками. Алданцы, участники движения первых, рассказали товарищам о реализуемых проектах и наиболее весомых достижениях. В свою очередь, первым Докучаевска тоже было чем поделиться с хозяевами. Наше местное отделение движения первых Докучаевска больше занимается патриотическим воспитанием молодежи. Это участие во всех всероссийских акциях, местных акциях по патриотическому воспитанию. Это посещение оставшихся узников концлагерей. Это субботники на мемориальных комплексах. То есть все, что связано с патриотическим воспитанием. У нас хорошо налажена работа с Российским обществом знаний. Особенно наша любимая тема – это знание героя. Это оказание первой медицинской помощи. Вот прошлую неделю до отъезда мы полностью занялись темой БПЛА. В Алдане делегация из Докучаевска проведет 7 дней. Мероприятия, подготовленные принимающей стороной, обещают стать интересными и увлекательными. В программу включены экскурсия на золотодобывающие предприятия и выезд в село Хатыстыр. Кроме того, школьники попробуют силы в новых для себя видах спорта и творческих занятиях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. На заседании комиссии Государственного совета России под председательством главы Якутии Асена Николаева обсуждались важные вопросы формирования топливно-энергетических балансов регионов и поддержки угольной отрасли. Асен Николаев подчеркнул, что качественно подготовленный баланс помогает определить возможности замещения одних видов топлива другими и предложил создать единую информационную систему для всех участников процесса. Наряду с этим внимание было уделено подготовке антикризисной программы для угольной отрасли. В то же время в Мирнинском районе завершились профессиональные соревнования в Светлинском отделении энергетики, нефти и газа МРТК, которые объединили представителей организаций недропользователей и образовательных учреждений Мирнинского, Ленского, Тампонского районов, а также Сунтарского и Мегино-Кангаласского улусов. Лучших студентов нефтегазовой отрасли определили в Мирнинском районе. На базе регионального технического колледжа в поселке Светлый прошел второй отраслевой чемпионат нефтегазовой индустрии ProOil.ekt. Данный чемпионат способствует развитию нефтегазового сектора, поддержке талантливой молодежи и молодых специалистов. Конечно, такие встречи, обмен опытом, обмен знаниями и оценка этих знаний, полученных в стенах своих учебных заведений, экспертным сообществом, очень важна как для самих молодых специалистов, будущих специалистов в газомете. В рамках отраслевого чемпионата также прошел круглый стол, посвященный профориентации молодежи. В работе участвовали представители образовательных учреждений Алмазного края и эксперты научного сообщества Якутии. Для нас, представителей добывающих компаний, нам это помогает выделить уже талантливых, способных молодых людей, которые в процессе могут трудоустроиться в нашей компании. 5 компетенций стали ареной для демонстрации таланта и профессионализма. Цифровизация процессов геологических исследований, добыча нефти и газа, подготовка и транспортировка нефти, лабораторно-химический анализ и охрана труда. Я участвовала по компетенции добычи нефти и газа. Для меня это первый раз участвовать в таком отраслевом чемпионате. Было на самом деле очень волнительно. Благодаря этому чемпионату я поеду на всероссийское соревнование в город Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе. В течение 3 дней 35 конкурсантов получили уникальную возможность продемонстрировать свой профессионализм и мастерство перед опытными экспертами, приглашенными из крупных компаний недропользователей. Данные соревнования, отраслевой чемпионат, полезны молодым ребятам, которые стремятся, которым нравится развиваться как в своих профессиональных компетенциях. Эксперты из производства у нас были очень профессиональные, компетентные в своей отрасли, специальности. Все рассказывают, понимают, можно посоветоваться с ними, они объясняют. Видно, что люди очень опытные. Светлинское отделение энергетики, нефти и газа радушно приняло участников чемпионата со всех концов республики. На торжественной церемонии закрытия озвучили имена тех, кто проявил высокий профессионализм, знания, умения, опыт при выполнении конкурсных заданий и вошли в историю как победители второго отраслевого чемпионата нефтегазовой индустрии ProOil.ekt. Анна Васильева, Мирный. Развитие промышленности – важное направление, но не менее важно инвестировать в человеческий капитал. В Якутии заботятся о тех, кто пострадал на производстве. Так, 4 жителей Якутии, пострадавших на производстве, получили новые автомобили «Лада Гранта». Ключи от автомобилей вручила управляющая региональным отделением Социального фонда России Марина Герман. Обладателями автомобилей стали жители Якутска, Вилюйского и Татинского районов. Транспортные средства были приобретены за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Автомобили предоставляются при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Все автомобили оборудованы с учетом индивидуальных особенностей владельцев. Все автомобили адаптированы, оборудованы управлениями с учетом индивидуальных особенностей.
Срок эксплуатации и период нахождения автомобиля у наших жителей будет в течение 7 лет. При этом старый автомобиль остается у собственника, у владельца. Вот в этот период эксплуатации осуществляется компенсация капитального ремонта транспортного средства в размере до 30% стоимости автомобиля, а также частично компенсируются расходы на техническое обслуживание, а также компенсируется стоимость полиса ОСАГО в размере 50%. Забота о гражданах проявляется в разных сферах, однако экономическая ситуация вносит свои коррективы. В Якутске повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения вступят в силу с 1 апреля и коснутся всех категорий тарифов. Всего их 7, при этом часть из них дифференцируется согласно льготным преференциям граждан. В целом средний рост составит 13,6%. Самый дешевый проезд обойдется горожанам 23 рубля 3 копейки. Именно такой тариф обозначен у транспортной карты «Проездной билет» на 60 поездок. Причинами повышения тарифов назвали увеличение МРОТ, индекс потребительских цен и многие другие факторы. Мы учитывали также такие факторы, как обновление подвижного состава, увеличение затрат и расходов на запасные части, в том числе на новые автобусы, которые мы приобретали, повышение цен на топливо для автобусов, в том числе и с учетом того, что нужно проводить меры по повышению заработной платы водительского состава. Власти республики стараются создавать комфортные условия для жизни, в том числе и предоставляя доступное жилье. В Нерюнгри продолжается строительство жилого комплекса «Покровские ворота». Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. 192 обладателя нового комфортного жилья заселятся в свои квартиры уже в сентябре текущего года. Строительство идет строго по графику, обеспеченность строительными материалами и конструкциями стопроцентная. Стать участником программы могут молодые специалисты в возрасте до 35 лет, а также студенты. Благодаря субсидиям из бюджетов разного уровня арендная плата за двухкомнатную квартиру составит около 12-15 тысяч рублей. Здесь предусмотрены по программе арендного жилья одно- и двухкомнатные квартиры. Однокомнатная квартира это 35-36 квадратов, двухкомнатная это в пределах общей площади до 50 квадратов. Квартиры сдаются полностью мебелированные и обеспеченные всей бытовой техникой, что человек, который заходит в эту квартиру, он имеет все полностью. Холодильники, стиральные машины, телевизоры, всю бытовую технику и также мебель для комфортного проживания. Комфорт и безопасность проживания – приоритет для региона. В Ленске специалистами управляющих организаций активно ведутся плановые работы по уборке снега с крыш и придомовых территорий. Они также стараются по возможности оперативно реагировать на все жалобы ленчан. Подробности далее. Со следующей недели в Ленске ожидается потепление. Управляющие компании завершают уборку снега с крыш и преддомовых территорий. Пятиэтажку по улице Дзержинского, 22 обслуживает управляющая компания «Гранд Сервис». Сегодня здесь работает 3 специалиста на крыше. Они занимаются ее очисткой от снега и тяжелая техника во дворе дома. Водитель фронтального погрузчика отметил, что жильцы не всегда оперативно убирают припаркованные у подъездов машины. Это мешает работе. Снег плотный, убирать сложно. И помехи идут от того, что машины не убирает никто. Даже сигналишь, подъезжаешь – бесполезно. Снег плотный, под ним лед. Работы на данном участке затянутся до вечера, отмечает Константин Клюкин. А еще надо успеть очистить территорию около нескольких домов. Заявки поступают ежедневно. Отработать каждую нужно в срок. За безопасным выходом жильцов из дома в момент чистки снега с крыш следит отдельный специалист. Он по необходимости связывается с работающими на высоте, и они приостанавливают сброс снега. Привлекли меня ребята в помощь для контроля безопасности входных групп, чтобы снег не упал никому на голову, чтобы все прошло хорошо. Мимо проходят, я говорю, что сход снега, тут идти не нужно, лучше обойти стороной. Всего в управлении «Гранд Сервис» 100 многоквартирных домов. Так что работы специалистам хватает на каждый день. Ведутся они уже в течение месяца. 35 домов – это каменный жилфонд, который необходимо защитить в первую очередь. Это по городу, где дети ходят, не дай бог там на кого-то что-то упадет. Но также 2 микрорайона. Это 3 дома у нас на микрорайоне Алроса. Там сход
происходит самостоятельно, где-то крыши там сами, а вот требующие чистки вручную, это дома порядка 25 штук, это которые мы весной каждый год зачищаем. В день очищается 1-2 крыши, потому что большой очень объем. На данный момент работы выполнены на 90%. Работникам управляющей компании предстоит в ближайшие дни очистить снег еще с 2 крыш многоквартирных домов, находящихся в городе. Также побороться со снегом в микрорайоне Северный. Северный, он весь микрорайон признан аварийным. Было потепление, там шифер очень старый. Получается, наледь большая образовалась, порядка 15 сантиметров. Ну и там частично ждем прямо вот самостоятельного схода. Потому что нельзя заходить на эти крыши, потому что он сломается. Ну это уже трудности наши внутренние. Заместитель директора управляющей компании отметил, что снегопады еще могут быть. Весна всегда непредсказуема, поэтому расслабляться пока еще рано. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. На создание Центра беспилотных систем Якутия получит 554 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства, выделенные 7 российским регионам, включая Якутию, позволят создать сеть научно-производственных центров для развития гражданских беспилотных авиационных систем. Средства выделят по федеральному проекту «Разработка, стандартизация и серийное производство баз и комплектующих», который входит в новый национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Субсидии направлены помимо Якутии в Кабардино-Балкарию, Пермский край, Нижегородскую, Новгородскую, Оренбургскую и Тульскую области. Развитие беспилотных технологий активно поддерживается и на региональном уровне. Так, в Якутске прошел 2-й кубок Министерства образования и науки республики по управлению дронами. 17 команд, около 120 школьников и студентов учебных заведений СПО столицы поборолись за медали и кубки. Участники продемонстрировали свои навыки пилотирования на 2 трассах, предназначенных для малых и средних дронов. Дает возможность, да, то есть проявить себя, показать свой класс, да, для управления дронами. Ну и как раз-таки вот одна часть — это профориентационная работа. То есть мы сейчас работаем по организация работы по профориентации, да, то есть дети, которые принимают участие именно по программе беспилотной авиационной системы, они в дальнейшем могут уже начать свою карьеру, да, поступить на учебное заведение и дальше уже трудоустраиваться по этому направлению. В то же время для педагогов Якутии провели курсы повышения квалификации по ракетомоделированию, которые проводит чемпион СССР Владимир Меньшиков. Участники обсудили особенности изготовления моделей ракет и планеров на примере моделей чемпионатных классов, а также требования к их созданию. Курсы проходили в рамках 4-х открытых межрегиональных юношеских чтений имени Сергея Королева. Раньше мы встречались на соревнованиях всероссийского уровня с вашей командой. Вот. Мы уже и тогда, когда познакомились, друг другу помогали. Почему? Потому что было явно, конечно, отличие школ. Школа, допустим, Якутии, школа наша западно-сибирская школа, они отличались. Ну, из-за того, что был, конечно, разный опыт. Вот. Но сейчас уже переехали специально для того, чтобы именно этот опыт передать. Это даст большой толчок популяризации и вовлечению больше молодежи. Развитие технического потенциала и подготовка кадров важны для цифровой экономики республики. Так, внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни якутян обсудили на заседании коллегии Конституционного совета республики. На встрече приняли участие ведущие специалисты в области IT-сферы, а также научные и юридические сотрудники. Были поставлены задачи по целенаправленному развитию данных сфер, повышению цифровой культуры населения и обеспечению цифровой экономики Якутии на собственной основе. Как отметили на заседании, будут приняты ряд мер по обучению специалистов.
Цифровое право, оно достаточно активно и даже где-то весьма агрессивно входит в нашу среду. И во многом бывает так, что законодательство запаздывает с необходимостью его быстрого реагирования на эти риски и угрозы. Мы знаем, что это находится в зоне самого пристального внимания, постоянного внимания главы Республики Саха-Якутия, правительства Республики Саха-Якутия. Соответствующие задачи были поставлены в послании главы Республики Саха-Якутия. То есть этим вопросами надо очень серьезно заниматься. Кстати говоря, одним из перспективных направлений цифровой экономики является игровая индустрия. Якутская независимая игровая компания Crealit Games совсем скоро выпустит на обозрение свой новый проект под названием K-Cup. Генеральным директором компании и по совместительству создателем идеи стал участник СВО из Якутии Николай Потапов. О проекте компании, дате выхода игры подробнее расскажет Тимур Колмогоров. Николай Потапов принимал участие в спецоперации по контракту в 2022 году. В зоне боевых действий он работал военным врачом. За отвагу в спасении сослуживцев был награжден орденом мужества. После, получив тяжелое ранение, ушел на увольнение. Вернувшись на родину, мужчина решил осуществить свою давнюю мечту – стать создателем игр. У меня есть мечта с друзьями выпускать компьютерные игры из Якутии, чтобы мы могли покорить весь мир, не выходя из родных стен. Собрав свою команду из таких же любителей и энтузиастов, летом 2024 года Николай создал свою компанию по разработке игр. Уже в ноябре они приступили к разработке своего первого проекта под названием Take Up. Игра рассчитана на все возраста и предоставит игроку роль курьера, который должен будет доставить торт заказчику. А по пути главного героя будут ожидать множество препятствий. Его главная задача это, как доставщика, это доставить торт своему заказчику. И в процессе игры не потерять торт по кускам. Вот сейчас я потерял торт, и я его себе вернул. Правило 5 секунд здесь работает. Иногда команда сталкивается с различными проблемами, но они не останавливают их решимость. В разработке, получается, ты можешь уже столкнуться с тем, чему тебя не учили. Может быть, ты сделал что-то одно, да, ты включил это, посмотрел, как это смотрится. Это совсем не то, о чем ты думал, что бы ты хотел. Вот такие моменты, конечно, имеются. Не менее важным в создании игры является дизайн уровней, по которому будет путешествовать игрок. Тоже слишком много вот этих моделек здесь нельзя ставить, потому что она влияет на производительность. Тут нет, тут скорее уже как левел дизайн. То есть здесь игрок спрятался, и он может здесь переждать. Цель нашей игры, чтобы игрок постоянно перемещался, передвигался. Стараемся как можно проще модели делать, чтобы любой компьютер должен осилить нашу игру. Разработчики лично тестируют свою игру для проверки ее корректной работы, а также наличия и устранения разного рода ошибок. Сперва сами, но так как разработчик, у него, так как каждый день он это играет, у него может глаз замылиться, поэтому должен массовый сторонний игрок. То есть, ну и самое основное, это вот когда всеми выйдем, демо, уже там массовый пойдет, все будут писать на почты, нам уже отзывы, какие-то рекомендации, советы. K-Cup выйдет на популярнейшей игровой платформе Steam в формате демо-версии. Она будет бесплатной, потому каждый желающий сможет скачать ее и опробовать себя в роли курьера. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Важно отметить, что развитие технологий неразрывно связано с патриотическим воспитанием. Флагманский проект движения первых и юнармии военно-патриотическая игра «Зорница 2.0» завершилась в Нюрнбергском районе. В этом году уникальный проект прошел в Южной Якутии во второй раз. За испытаниями наблюдала наша съемочная группа.
«Зорница 2.0» – это масштабный перезапуск легендарной военно-патриотической игры. Проект объединил классические принципы военной подготовки с передовыми технологиями и стал ведущей платформой патриотического воспитания школьников. В этом году принципиальное отличие игры в том, что в каждой школе прошел свой отборочный этап. У нас около 2000 детей по Нерюнгринскому району приняли участие в отборочных этапах, которые прошли в школах. И действительно, уже сейчас, когда заходишь в какую-то школу, тебе ребята спрашивают, что, когда. То есть видно именно действительно интерес самих ребят к событиям, которые проходят. И это принципиальная разница от прошлого года. Муниципальный этап игры «Зорница 2.0» длился 3 дня, во время которых для его участников были подготовлены самые разные испытания, как индивидуальные, так и командные. Самое сложное – это сделать игру интересной и, наверное, максимально задействовать всех людей, чтобы дети получили максимальное удовольствие и знания в ходе игры. В первый день прошли индивидуальные соревнования. Командиры проходили тестирование на разные темы, штурмовики состязались в меткости стрельбы, медики эвакуировали раненых с поля боя, саперы искали мины, операторы БПЛА управляли дронами, ну а военкоры писали статьи на случайно выбранные темы. Военкора почему я решила стать? Это получилось совершенно спонтанно. Я вообще знала о «Зорнице 2.0», я там зарегистрировалась, но я как-то не думала, что буду принимать участие. И меня, получается, одну из всего класса отобрали. Вот. Ну, я решила, что военкор – это довольно интересная тема, потому что в будущем я хочу свою жизнь связать с журналистикой или с корреспонденцией. Командными соревнованиями открылся второй день «Зорницы» на стадионе «Горняк». Безусловно, самым зрелищным испытанием стали соревнования по лазертагу, где участники игры «Зорница 2.0» могли на деле показать сплоченность, тактику и умение слушать друг друга. Схватки выдались очень эмоциональными, динамичными и часто с очень неожиданным финалом и победой, казалось бы, проигрывающей команды. Очень динамично, очень интересно. Мы видим, что детям очень нравится. Явных победителей нету. Кто-то, одна команда какой-то одной номинации лучше, другая в третьей. Ну, в общем, интересно. То есть еще непонятно, кто у нас победитель. То есть интрига остается. Также команды показали свои знания и умения в огневой подготовке и умении обращаться с оружием. Для меня было сложно стрельба, а автомат и сборка и разборка магазина было очень легко. Ну, сложнее всего, наверное, было собирать патроны в магазин. А так, подготовка была хорошая. А автоматы собирать и разбирать мы готовились больше всего. Но я все равно не справилась. Третий день открылся спортивной эстафетой, в которой командам предстояло пройти несколько этапов и показать физическую подготовку. Также прошли соревнования на умение быстро и качественно облачиться в защитный костюм, оказать первую доврачебную помощь 2 пострадавшим в условиях города. Кроме того, участникам необходимо было продемонстрировать свои навыки выживания в экстремальных условиях и блеснуть строевой подготовкой. Завершилась «Зорница 2.0» торжественным подведением итогов, награждением участников и победителей. Отдельные награды получили лучшие в индивидуальных дисциплинах, а также команды, показавшие высокий уровень в общих дисциплинах, ну и, конечно, команды, занявшие 3-е, 2-е и 1-е места в общекомандном зачете. И дважды на высшую ступень пьедестала заслуженно выходила команда «Барс-24» информационно-технологического лицея, ставшая лучшей как в средней, так и в старшей возрастной категориях. Мы довольно долго готовились, недели 2 ушло на подготовку. Мы упорно старались, трудились. Эти дни для нас прошли не так уж и легко. Поэтому мы гордимся собой и будем побеждать дальше. Все выложились на все 100, и это каждого заслуга лично. Все старались. Победители муниципального этапа будут представлять Нерюнгринский район на уровне республики в апреле. Ну а всероссийский финал запланирован на сентябрь. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Северо-Восточном федеральном университете состоялось вскрытие туши мамонтенка Яна, найденного в Верхоянском районе Якутии. Ученые отобрали образцы для комплексных исследований, которые помогут определить точный возраст животного, особенности его развития, рацион питания, условия обитания и другие важные данные. Ректор СФФУ Анатолий Николаев подчеркнул сенсационность находки для мировой науки, отметив, что мамонтенок Яна может дать ответы на многие вопросы о жизни этих древних животных. Предполагается, что геологический возраст находки превышает 50 тысяч лет, а индивидуальный возраст мамонтенка около года. В исследовании участвуют ведущие российские и зарубежные специалисты по мамонтовой фауне. Мамонтенок Яна стал 6-м найденным в мире мамонтенком и 2-м в Канаде. Мы действительно столкнулись с уникальной находкой. Действительно, животное, которое больше 100 тысяч лет провела в якутской многолетней мерзлоте, сохранилось очень хорошо. Мы видели интактные ткани, мышечные ткани, бурый жир, в котором мамонты запасали питательные вещества и воду для своей жизни. Видели сохраненные петли кишечника и желудка, видели печень, легкие. Все это сохранилось достаточно хорошо для того, чтобы молекулярно-генетические исследования и микробиологические исследования были успешными. От древней истории к современным талантам. Более 300 музыкантов из России, Сербии, Кыргызстана и Китая выступили на 2-м международном конкурсе «Созвездие Арктики-2025» в Якутске. С 24 по 28 марта конкурсанты соревновались за звание лучших в вокале, хоровом пении, игре на инструментах, включая национальные. В жюри вошли именитые деятели искусств, такие как профессора Лариса и Сергей Мовчан из Московской консерватории. Специальным гостем был гитарист Равшан Мамедкулиев. В рамках конкурса также прошли мастер-классы и концерты, в том числе выступления оркестра русских народных инструментов «Агики». Это определенно важный этап всегда, потому что конкурс – это соревнование, и это очень, скажем так, заставляет человека мобилизоваться, да? То есть это не обычный концерт всегда. То есть на концерте человек может себя спокойно, расслабленно чувствовать, а здесь это как Олимпиада. И это всегда рост определенный, потому что без конкурсов не бывает роста профессионального. Это большой вклад, потому что в инструментальном исполнительстве это по масштабам самый большой конкурс в республике на сегодняшний день. И это можно видеть по составу жюри, потому что это жюри международного уровня. Вот. И у нас в этом году даже заявки из Китая. В преддверии ярких культурных событий жители республики готовятся к национальному празднику. 100 дней ДСЭ Холонхо. Районная акция с таким названием прошла в Нерюнгри. В центре города в торжественной обстановке был дан старт обратному отчету масштабного национального праздника. Подробности в сюжете наших коллег. Ни для кого не секрет, что в 2025 году Нерюнгринский район удостоен чести проведения масштабного мероприятия международного значения Исэх Аланхо. Республиканский национальный праздник Исэх Аланхо станет одним из ключевых мероприятий, приуроченных к юбилейной дате 50-летию образования нашего Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Ну и мы сегодня запускаем отчет обратный, 100 дней до Исэх Аланхо. Организационным комитетом проводятся все необходимые мероприятия, чтобы провести этот наш праздник на самом высоком уровне. За эти 100 дней нерюнгринцы, как истинные патриоты своей малой родины, как жители самой большой республики России, должны многое узнать. Я недавно пошла учить якутский язык, поэтому я уже немножко приближаюсь к своему народу. И уже немножко знаю несколько слова. Традиции и культурный код народов Саха передаются и посредством родного языка, и посредством изготовления национальной одежды. Так, на акции «100 дней ДСЭ Аланхо» состоялось красочное дефиле от общественной организации «Саха Аймах». Дефиле национальных, именно традиционных и стилизованных якутских костюмов, которые некоторые выполнены, конечно, на
на исторических канонах 19-го, начала 20 века. Мы очень волнуемся, готовимся. Потихоньку каждый свою одежду шьет, национальную одежду готовим, национальном инструменте учим, аланхо учим. Поэтому для нас это очень важный праздник. В завершении акции все ее участники исполнили массовый асохай. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нирингри. Тем временем в Ленске отцы и сыновья продемонстрировали свою сплоченность на семейных соревнованиях, подчеркивая важность семейных ценностей и воспитания. Участники соревнований мастерски справились со всеми испытаниями, подчеркнув важную роль отца в воспитании детей. Организаторы и зрители высоко оценили слаженность действий команд и атмосферу взаимоподдержки. К сожалению, в сегодняшних соревнованиях принимало участие всего 2 команды. Но, тем не менее, мероприятие проходит очень зрелищно и интересно. Надеемся, что в следующем году команд будет больше, и среди них появятся жители города. Айсен и Исай Индеевы приехали из поселка Бичинча. В прошлом году они стали победителями районного этапа и приняли участие в республиканском. Там заняли 15 место. В этом году отец и сын снова решили попытать свои силы. Долго готовились, пилили дома на время бревна, кололи дрова, разжигали костер, залезали на столб, бегали на лыжах. Результат не заставил себя долго ждать. Опыта набрались, и вот нынче готовы, всю зиму тренировались, вот, и готовы сейчас ехать. Там есть лазание по столбу. У нас получалось в прошлом году вот сын за 35 секунд, а я за 45 там. А нынче получается уже за 28 секунд уже мы наверху как бы. Справились и снова победили. Немного уступили Индеевым Филипп и Данил Мироновым. Они принимают участие в соревнованиях первый раз. Трудились слаженно и размеренно. Оттесали бревно, распилили его на поленья. Аккуратно сложили нарубленные дрова. Разожгли костер и заварили чай. Времени, конечно, им потребовалось чуть больше. Но Мироновы не огорчаются. Для первого раза, рассказывает отец, неплохой результат. Да и главное, не победа, а участие. Ну, сегодня свои силы маленько не так уж хорошо. Но самое сложное сына сказал, вот распил. Он пока не готов был. Раньше так не делили, бензопилой все, а тут ручная. Команды показали себя дружными и сплоченными, отметили организаторы соревнований. Приятно видеть, что в наш век информационных технологий подрастающее поколение умеет справляться с двуручной пилой, с топором, с легкостью может развести костер и сварить себе чай. Очень важно, что отцы прививают своим сыновьям все навыки, которыми должен обладать мужчина. Семьи показывают себя хорошо. Видно, что в целом у наших семей, сегодня присутствующих здесь, есть единение, что действительно эти семьи находятся и в лесу, и, наверное, это помощники, подрастающие для своей семьи. И в этом, конечно, я еще раз повторюсь, пример для наших городских жителей. И очень бы хотелось, чтобы в следующем году не боялись. Здесь не про проиграть, здесь про проведение времени вместе. Участники награждены грамотами, медалями и кубками, а также отцы и сыновья получили сертификаты на приобретение охотничьего инвентаря. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Спортивные традиции Якутии продолжились и на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения, которую впервые проходили в Якутске во Дворце спорта 50 лет Победы. Чемпионат собрал атлетов из 16 регионов страны. Продолжит Саргалан Неустроева. В этом году участие в чемпионате принимают только самые сильнейшие спортсмены страны. Якутия – труднодоступный регион, расходы на перелет слишком высоки, поэтому в команды были отобраны лучшие из лучших. Оттого и конкуренция здесь весьма высокая. И поехали! Поэтому неудивительно, что только за первую половину одного дня соревнований было установлено 4 рекорда России. Их автор, мастер спорта из Брянска Елизавета Саласина, признается, на чемпионат она летела без каких-либо ожиданий. За 3 недели я просто серьезно заболела, как болячки всякие и так далее. И не рассчитывали вообще ни на что, ехали просто выступить и
занять призовое место. Невероятно, как это хрупко. Она ведь девушка в становой тяге подняла 130,5 килограммов. А ведь когда-то Елизавета начинала с 90. Но и наши якутские спортсмены тоже могут, как говорится, задать жару. К примеру, все с нетерпением ждут выступления прошлогоднего чемпиона страны Игоря Сазонова. Всего за его плечами 15 побед на национальных первенствах. А вообще Якутия, она славится своим пауэрлифтингом, не только спорта слепых, а по здоровым спортсменам, и спортсменов СПОДа. Еще один выдающийся атлет из Якутии Альберт Никифоров. Уже сегодня он выступает в составе сборной России по пауэрлифтингу спорта слепых. Подготовка атлета уже прошла. Первый день соревнований Никифоров провел, не притрагиваясь к грифу. И, разумеется, он уже поставил себе цель. Присед планирую 165, жим 102,5 и становая тяга 205-210, там как пойдет. А между тем, самый зрелищный этап состязания еще только впереди. По словам главного судьи чемпионата, это наверняка будут выступления атлетов в тяжелом весе. Я так думаю, что это будут мужчины. Тяжелая весовая категория, да, там будет очень интересно посмотреть. Но, к сожалению, якутс, по-моему, там не представлен, но спортсменов других регионов будет очень зрелищная борьба. Состоится она 28 марта во Дворце спорта 50 лет Победы. В этот же день будут подведены итоги чемпионата, а также первенства и абсолютного зачета, которые проходят в рамках состязаний. По итогам будет сформирована новая сборная России. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Спортивный дух объединяет не только профессиональных атлетов, но и ветеранов. Так, для ветеранов и пенсионеров служб правоохранительных органов прошла первая спартакиада органов внутренних дел. В ней приняли участие порядка 180 мужчин и женщин. Команды из Намского, Амгинского, Горного, Татинского, Хангаласского, Чурапчинского, Усть-Алданского и Мигнак-Галасского районов соревновались в 8 дисциплинах. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия день за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.